Селям алейкум, добрый вечер. Это новый проект «Диалоги на Мейдан ФМ». В студии для вас работает я, журналист Заир Акадыров, и мой коллега, редактор отдела экономики интернет-издания LB.UA Андрей Яницкий. Добрый вечер. Здравствуй, Андрей. Также вы можете нас услышать на радио Мейдан на частоте 98 и 101,4 FM и наблюдать за прямой трансляцией на странице Мейдан FM в Фейсбуке и на YouTube-канале, также аккаунта Мейдан FM. Мы приглашаем вас принять участие в передаче, позвонив в прямой эфир по телефону 073 419 41 58. Задавайте свои вопросы в комментариях под трансляцией программы в Фейсбуке, на странице Мейдана ФМ и на YouTube-канале. Начнем. На этой неделе заместитель главы Меджлиса, активист крымско-татарского движения Ильми Умеров, стал обладателем премии «Платформы европейской памяти и совести» в 2017 году. Премия вручается людям, которые противостоят тоталитаризму в мире. Церемония прошла в Париже. Дочь Ильми Умерова, Айше, напомнила, что за последние 4 года это уже второй раз, когда крымский татарин становится лауреатом этой премии. В 2014 году она была присуждена Мустафе Джемилеву. Но я считаю, что для такого немногочисленного народа, как крымские татары, это своего рода достижение, поскольку о крымских татарах в международном сообществе не забывают, о них помнят, и вот подобного рода знаки и премии тоже являются своего рода вниманием. Я бы хотел тебя спросить, вот ты много знаешь о крымских татарах, ты жил в Крыму, ты непосредственно с ними встречался, общался. Не больше, чем ты. Да, это так. Но тем не менее, можешь назвать 5 для себя самых известных крымско-татарских персон? Заира Акадырова назвать нельзя, я не понимаю. Надо, это слишком будет нескромно. Ну, естественно, Мустафа Ага, естественно, Рифат Чубаров, Джамала 100%, это, я считаю, что это, наверное, и одна из самых известных как политических украинцев, если не в этническом плане, а в политическом говорить. Ахтем Сетаблаев, возможно, ну, поскольку я журналист, и ты журналист, и в нашем кругу это, наверное, Сергей Мусаев, редактор «Украинской правды», самого популярного украинского интернет-издания. 5, кажется, уже назвал, но да, можно продолжать. Я просто боюсь, что кто-то обидится, что не назвал, обидится. Да? Спасибо за твое мнение. Я вот с таким же вопросом сегодня обратился на улицах Киева к жителям и гостям столицы Украины и задал им то же самое. То есть назовите 5 самых известных, на ваш взгляд, крымско-татарских персон, фамилии и их имена, те, что вам известны. И я предлагаю режиссерам поставить этот видеоопрос, дабы мы его посмотрели. Первое крымско-татарское радио Мейдан. Скажите, 5 самых известных, на ваш взгляд, крымско-татарских имен и фамилий. К счастью или к сожалению, я киевлянин коренной и редко бывал в Крыму, но слежу за проблематикой крымско-татарского населения. Я знаю только 2 представителей крымско-татарского населения. Это Осман Пашаев, он блогер, не знаю, он еще какие-то, может быть, средства массовой информации работает. Вот, я подписан на него, кстати, на Фейсбуке. И, в принципе, от него черпаю основную информацию по всей проблематике, что связано с нашим народом. И второй, это Джамиль, я не помню имени, такого невысокого роста мужчина, он когда-то был в ссылках еще при Советском Союзе, когда Советский Союз был. Вот. Ну, как бы вот, я считаю, очень авторитетные 2 человека. Вот недавно 2 освободили из российской тюрьмы зафиксированной. Знаете, к сожалению, наверное, я сейчас так немножко растерялся, имя не вспомню. Вот. Но я знаю, что они 2, они были у президента Эрдогана в Турции. Я знаю, что они хотят вернуться на родину. Также еще это Сити Бланов, да, участвовал в «Танце с зерками», актер татарский и украинский. Сита Бланов, я прошу прощения. Вот. И еще 2. Джамала.
и муж Джамалы. Лидер ваш, которого все время по новостям показывают, с которым связано много неприятных моментов для нас. Забыл фамилию, к сожалению. Джамилев. Джамилев, извиняюсь. Джамал. Мустафа Джемілєв, Рифат Чубаров. Я знаю просто, наприклад, і сучасних активістів, Сервер Караметов, Ільмі Умеров. В лицо знаю человека, который с Крыма, вот, который, когда была аннексия Крыма, он вернулся в Киев, Россия ему запретила въезд в Крым. Вот, ну, как бы, фамилию я его сейчас не помню. Не знаю. Я не знаю ни одного крымско-татарского деятеля. Я так по-татарски сильно не это самое. Так бываю там часто в тех местах отдыхаю, но чтобы... Мусат Джалиль это татарин? Не знаю его, как его зовут, вот руководитель татарского, ну, Медзлита, да? Вот то, как татары пострадали в войны от Российско-Советской империи, фактически. Что вот он говорит не как от имени татарского населения, а как от имени всего человечества. Понимаете, это особенно ценно, и мне это особенно дорого. А там Чубаров есть, ваш, да? Ваш. Ну еще там с ним вот эта компания, точно знаю. Вы даете? Ну, я знаю Джамилева. Да и все, больше никого не знаю, честно. Вот такие вот данные опроса. Удивительно, конечно, для крымчан. В основном называли фамилию Мустафы Джемилева и Рифата Чубарова. Есть еще несколько опрошенных, которые вообще ничего не знают. На твой взгляд, данные результаты опроса свидетельствуют о том, что люди мало интересуются крымско-татарской темой, проблематикой, находясь на территории материковой Украины, либо все-таки они не акцентируют внимание на этническом происхождении? Мне кажется, что они знают о народе, знают о депортации, знают о том, что народ страдает из-за оккупации Крыма, но именно персонально лидеров вот больше всего называли Мустафу Джемилева, и это понятно, он долгое время, больше 20 лет, да, возглавлял Меджлис и был лицом народа. А теперь и Рифат Чубаров получается на его месте. И, к сожалению, других представителей народа мало видно на публичной арене, в украинском пространстве информационном. Я не думаю, что это какая-то намеренная блокада там, информации, но, возможно, эту проблематику крымско-татарскую стоило поднимать не только лидерам движения, да, но и каждому активному крымскому татарину, который появляется на телеканалах. Но есть же фамилии Исмаила Гаспринского, Намана Челебиджихана. Ну да, это исторические, конечно, да, это исторические. Их вообще никто не называет. Ну, это недостаток системы школьного образования, на мой взгляд, потому что, насколько я понимаю, на материке эти фамилии в школьных учебниках не звучат, и это огромное упущение. Но, по крайней мере, Намана Челебиджихана нужно знать, поскольку это человек, который хотел сделать в Крыму межэтническое согласие и сделать крымскую национальную автономию, но в которой бы и славяне чувствовали себя равноправными жителями. Мне кажется, это отличная идея. Вот то, что сейчас собираются вносить изменения в Конституцию. Да, совершенно верно. То есть это должно базироваться на этих законах и на этих правилах. Это бы, кстати, меньше... То есть, чтобы не было ассоциаций только с современными действующими политиками, персонами, деятелями культуры, но и теми, кто исторически очень важен для крымских татар. Да, ну, и мне кажется, что
Мне кажется, что мало знают о культурных деятелях. Вот Джамала прозвучала, да? Да, благодаря победе на Евровидении. Благодаря победе на Евровидении, да. А есть масса известных крымских татар, которые занимаются там, и известный гитарист, да, и Энвер Измайлов, да? Да. И есть и художники, ну, в какую сферу ни возьми, да, везде есть талантливые крымские татары. Мне кажется, Украине нужно продвигать это на мировом уровне, потому что это... есть кем гордиться не только крымским татарам, но и вообще Украине. Естественно, ну, поскольку крымские татары – это один из коренных народов Крыма и, соответственно, Украины, то Украина должна использовать эти культурные наработки, да, крымско-татарские достижения для продвижения и Украины, и показывать, что Украина, она разнообразная в том числе. Перейдем к следующей теме. К сожалению, очередная волна обысков и допросов прокатилась на этой неделе по Крыму. По 6, если не ошибаюсь, адресам были проведены так называемые следственные действия. И 5 активистов и общественников доставили в райотделы полиции. После проведения допросов и бесед их отпустили. А вот один из активистов из Бахчисарая, Сейтумер Сейтумеров, он является фотографом, активно освещает всю проблематику, связанную с обысками, допросами, посещает судебные заседания. Так вот, он после допроса был направлен в Бахчисарайский районный суд, где ему вынесли приговор в виде штрафа в размере 2000 рублей. А причиной послужило перепост видео в социальной сети ВКонтакте еще в 2012 году. Причем в этом видео фигурировала символика организации Хизб ут-Тахрир, которая запрещена на территории России. И, соответственно, это послужило причиной для наложения штрафа. Хотя сам Сейтумеров заявлял, что уже давно ничего не постил, и, собственно, оказавшись в российской юрисдикции, он серьезно почистил свой аккаунт. Но, тем не менее. Почему, Андрей, на твой взгляд, вот спустя несколько лет сейчас к Сейтумеру возникли вопросы со стороны судебной системы, силовых органов, почему его не в 2014, ни в 2015, ни в 2016 году не привлекали к ответственности? Взаимосвязано ли это как-то с его общественной активной деятельностью? Ну, это естественно, это очевидно, что вообще закон обратной силы не должен иметь. Да? И в 2012 году на территории суверенной Украины что-то постилось по поводу организации, которая не запрещена в Украине. Это не должно быть наказано. Да? И точно так же мы знаем, что, как действовал закон в других случаях, когда там 26 февраля, да, митинги под Верховным Советом Крыма проходили, и после этого судили очень многих активистов. Естественно, это просто повод, да, это не истинная причина. То есть причина, да, активная общественная позиция человека, а повод может быть любой, и в том числе какая-то запись 2012 года, 2010 года. То же самое было у адвоката Эмиля Курбединова, одного из ведущих известных защитников сейчас на территории Крыма, когда его перепост в сети ВКонтакте в 2013 году также послужил основанием для привлечения его к ответственности, и там был административный арест на 10 суток. Как в такой ситуации себя можно обезопасить? Может быть, удалить вообще свою страницу тех, кто там имеет ВКонтакте? Может быть, почистить все записи? Может быть, все, что касается организаций, которые запрещены на территории России? В идеале, конечно, лучше не публиковать ничего публично, а ВКонтакте вообще лучше не использовать, поскольку это российская социальная сеть. Но я подозреваю, что если не будет этого повода, найдется какой-нибудь другой повод. Перешел на красный свет или участвовал в акции, хотя на самом деле не участвовал. Мы знаем, что по болотному делу в России судят человека, который не был, даже не участвовал в акциях, в болотных протестах, но на него показали свидетелей пальцем, и он там чем-то отдаленно был похож на человека в кадре. И его привлекли к ответственности. Он сейчас бежал из-под следствия и скрывается за рубежом, там, просит убежища. Ну, потому что, очевидно, даже он невиновный, но следствие идет в одном направлении, в понятном. Да? Да. Поэтому
ну что сказать, каждый человек должен действовать на свой страх и риск. То есть как только он становится социально активным общественником, активистом, то сразу попадает под надзор, скажем так, силовых ведомств. И надо быть готовым к тому, что... Нужно быть к этому готовым, нужно знать, как себя вести. Вот я, кстати, слышал, что и у тебя была ситуация какая-то на границе. Когда... Да, это вот к следующему обсуждению. Это задержание нескольких жен крымских политзаключенных на КПП Чаплынка на этой неделе. Достаточно резонансный случай. То есть суть в том, что женщины выехали на территорию материковой Украины в Херсонскую область, чтобы сделать документы своим детям. Но при возвращении они были, скажем так, задержаны, их проводили отдельно в вагончике, с каждой по отдельности беседовали, и вот это задержание затянулось на 7 часов, причем не пускали к ним адвокатов, и уже ближе к часу ночи они смогли выйти, причин так и не пояснили, и опять же это вот как раз о том, что нужно быть готовым к тому, что если ты пересекаешь контрольно-пропускной пункт, либо это Чаплынка, либо это Чонгар, либо это Каланчак, то будь готов к тому, что тебя могут обнаружить в списках неблагонадежных, и с тобой могут провести определенную беседу. Возможно, она не будет иметь каких-то последствий, но определенного рода стресс и напряжение ты получишь. Приходилось ли тебе заезжать в Крым в последнее время, и как у тебя это происходило? Я был последний раз в августе 2015 года. Да, были неприятности, потому что на одной границе не пропустили с автомобилем меня, пришлось ехать на другую. Но там не было политических вопросов. Ну, надо пояснить, что у тебя был автомобиль с крымской регистрацией, да, но находившийся на материковой Украине. Да, были севастопольские номера, да, и, значит, пограничнику, который по внешнему виду, ну, то ли бурят, то ли, я не очень разбираюсь, но явно не человек, который до этого в Крыму не жил. И для него было удивительно увидеть украинский паспорт с крымской регистрацией и там на вопросы, а где ваш российский паспорт, получить ответ, что у меня нет российского паспорта, простите. Видимо, его это разозлило, и он тогда решил, что ты можешь проезжать, а машина пусть остается здесь, потому что она на неправильных номерах. Я сказал, что ну подождите, машина не виновата, она вообще не участвовала ни в каких референдумах, она не может поддержать того другого человека. В твоем случае это был больше бытовой. Да, бытовой, но можно столкнуться на границе с чем угодно. Я слышал случаи, когда рвали украинские паспорта, потому что показалось, что это паспорт поддельный. Слышал случаи о допросах, в том числе, вот, может быть... К сожалению, есть такое дело, и все зависит от того, насколько ты активен. Если ты журналист, активно ведешь какую-то деятельность, освещаешь различного рода мероприятия, в том числе и суды, обыски, допросы, аресты. А если ты являешься политически активным и находишься в оппозиции к действующей власти, то будь готов к тому, что также к тебе могут возникнуть вопросы на границе. Это, как правило, общего рода вопросы о том, кто ты такой, где ты находишься, куда направляешься, на какие средства живешь. Причем сотрудники погранслужбы ФСБ России не представляются. То есть ты заходишь в кабинку, в вагончик, и на протяжении от 20 минут до часу, до полутора может продолжаться. Хотя в отношении некоторых активистов там бывало по несколько часов, и 5, и 6. Но, опять же, все зависит от персоны и того, какая команда поступит с так называемой базы, что с тобой делать. Ну и, конечно, здесь немаловажна общественная огласка. Когда об этом становится известно в социальных сетях, то это как-то вот влияет на то, чтобы тебя оперативнее опросили и отпустили. Потому что шум тоже никому не нужен в данной ситуации. Это как минимум неудобство, особенно если ты едешь с пересадкой там, на одном автобусе до границы и на следующем. Получается, ты потом не знаешь, как выбраться с этой границы и добраться до своего места. Да, совершенно верно. Я хочу сказать радиослушателям, что в группе Мейдан ФМ на странице Facebook вы можете посмотреть памятку, как вести себя в подобных ситуациях. То есть, если вас задержали, если проводится обыск, допрос, либо еще какие-то следственные действия, то что вам необходимо делать? Сослаться на какую статью в Конституции Российской Федерации, дабы как-то себя хоть минимально обезопасить. Давай перейдем к следующей теме. На этой неделе в Крыму, скажем так, с размахом отметили годовщину Октябрьской революции. Ну, если я вот не ошибаюсь,
практически по такому же сценарию, как и в предыдущие годы, когда я выходил отслеживать и освещать демонстрации, проходили и в этот раз подобные пикеты и шествия, то есть в центре Симферополя, по проспекту Кирова, вдоль площади Ленина идут активисты под флагами Компартии, скандируют лозунги из серии «Ленин, Сталин, Комсомол». За ними еще молодежь, я не знаю, являются ли они действующими членами партии или нет. Такого же рода мероприятия проходили в других городах, имеется в виду в Крыму, ну и также в России. Опять же, вот почему столь широкое внимание и огласка вот этого всего происходит? Ну, здесь, конечно, это выглядит, из Киева это выглядит довольно странно. Это примерно так же выглядит, как если бы все эти люди несли там свастики, портреты там, Гитлера и так далее. Тут не делают разницы большой между Сталином и Гитлером. И когда на материковой Украине случилась декоммунизация, да, были повалены памятники Ленину, было на законодательном уровне запрещено использовать советскую символику, там, прославлять эти времена, то оказалось, что ностальгирующих по этим временам не так уж и много. То есть в украинском сообществе нет уже запроса на Я не вижу. Во всяком случае, среди молодых людей это крайне редко. Ну, бывает фронда какая-то, да, там человек себя хочет поставить, выделить каким-то образом. Ну, примерно так молодые люди, когда хотят как-то выделиться, они там пишут неприличные слова там на заборе, да? Ну, тут нет идеологической подоплеки, да. Есть пожилые люди, которых уже никак не переделаешь, это их молодость. Ну, для них по-прежнему день 7 ноября, красный день календаря. Ну, какого-то массового празднования, вообще каких-то даже негативных оценок на телеканалах я не заметил. Мне кажется, что в России, например, я знаю, там вышло несколько телесериалов на эту тему, вышли какие-то книги, посвященные столетию революции. Это постоянно тема ток-шоу, даже на оппозиционных радио типа «Эхо Москвы». А в Украине просто никто не вспоминает об этом. Ну, если не считать нескольких городов, где вышли единицы, десяток активистов, чтобы возложить цветы, в Киеве даже это... Поэтому мне кажется, что это немножечко искусственное и наносное все это празднование. И, возможно, еще штука в том, что в Украине с тех пор было много других революций. Была оранжевая революция, там, была революция на граните в 90-е, последняя революция достоинства. Поэтому эти события столетней давности, они не вспоминаются. Немножко мне горько от того, что Украина не вспоминает на широком уровне, что 100 лет назад была не только Октябрьская революция, но было и подъем национального самосознания. Украинская Народная Республика. Да, Украинская Народная Республика. А для Крыма актуально, вот мне кажется, было бы более логично вспоминать в Симферополе, в Севастополе, в Ялте о том, что Крымская Народная Республика в те годы тоже зарождалась и просуществовала, к сожалению, не очень долго. Да. Спасибо. Переходим к следующей теме. Она более экономического характера. Депутаты Крымского парламента проголосовали за продажу сети автозаправочных станций и нескольких нежилых помещений, которые принадлежат украинскому бизнесмену Игорю Коломойскому, бывшему губернатору Днепропетровщины. Также речь идет о продаже корпуса санатория «Энергетик». И вот эти вырученные средства на аукционе обещают направить на компенсацию вкладов клиентов Приватбанка, то есть имеется в виду крымских вкладчиков, которые проживают на территории Крыма. То есть таким вот образом по крупицам фонд защиты местный старается как-то компенсировать те потери, которые понесли крымчане. И кроме того, и сейчас у всех на слуху история с заводом, который принадлежит олигарху Дмитрию Фирташу, Крымсода. Он находится в тяжелом положении, и у предприятия имеется миллиардный долг перед банком Надра. Банк вроде бы как развалился, но вопрос повис в воздухе. Сейчас фонд защиты вкладчиков об этой информации узнал и пытается взыскать эту сумму, опять-таки, в пользу вкладчиков Надры, в Крыму. Да. Я к чему это все долго говорил? К тому, что сейчас вот на территории материковой Украины
крымчане, переехавшие, живущие здесь, не могут уже несколько лет добиться того, чтобы их депозитные счета разморозили, чтобы они имели доступ к своим средствам. Да, почему это происходит? Я хочу пояснить. Во-первых, дело касается только, проблемы возникают только с одним банком, с Приватбанком. До этого были еще несколько банков. С Ощадбанком до этого, да. Да, но все проблемы с другими банками удалось решить более-менее благополучно. Бывает, что вот там Укрсиббанк требует дополнительные документы для крымских переселенцев, для подтверждения резидентности. Но тут уже каждый банк по-своему берет на себя какие-то риски, не берет. Но так, чтобы не возвращать средства, это только Приватбанк так отличился. Что случилось с Приватбанком здесь, на материковой Украине? Многие крымчане могли упустить этот момент. В декабре 2016 года он был национализирован. Он был национализирован, потому что в банке была дыра почти там 150 миллиардов гривен. Поменялись собственники. Естественно, в этих таких глобальных процессах крымские вкладчики, ну не естественно, это неправильно, да, потерялись каким-то образом. Бывший владелец, который уже терял свой банк, он не горел желанием выплачивать средства. Новый владелец в лице государства, который зашел в банк, там полгода они разбирались, что же они в итоге получили в этом банке, какие у них активы были, каких не было. В течение этих 6 месяцев они обещали все время выплачивать крымчанам. В итоге сейчас, по-моему, у них позиция такая, что только если суд выигрывает крымчанин, тогда ему выплачивают. Мы продолжим. Сейчас у нас есть звонок. Пожалуйста, добрый вечер, говорите. Добрый вечер. Скажите, пожалуйста, я пострадавшая вкладчица Приватбанка, у меня был депозит, но я его не могу вернуть, поскольку прописано в Крыму. Что мне делать? Да, вот буквально только что сказали, что нынешняя исполняющая обязанности Приватбанка Галина Пахачук говорила публично о том, что Приватбанк выплачивает крымчанам только по решению суда, поскольку у них якобы государство им не дало денег достаточно для выплат крымчанам, а предыдущий собственник все крымские вообще активы и пассивы вывел на отдельную компанию, которая с банком не связана, и в итоге государству эти данные не достались. В общем, если что делать, это если вклад солидный, то я думаю, что имеет смысл потратиться на адвоката, и чтобы адвокат в суде добился решения о возврате вам этих средств со всеми неустойками, процентами, набежавшими на депозиты. И после этого деньги получить реально. Я знаю несколько случаев, когда при помощи адвокатов люди получали средства. Другое дело, что услуги адвоката могут стоить таких денег, что нет смысла тягаться. Минимально это $500 может стоить. Минимально. Поэтому, если вклад, весь вклад $500, может быть, и не стоит браться. После национализации Приватбанка были огромные надежды и ожидания у вкладчиков, что все-таки лед тронется и начнут выплачивать. И почему в целях же и в интересах государства разморозить все эти депозитные счета, таким образом вернув доверие крымчан к Приватбанку, имеется в виду те, кто живет на территории материка, и вообще ко всей банковской системе, которая переживает сейчас не лучшие времена. У нас, к сожалению или к счастью, чем Украина от России отличается? Тем, что в России более централизованная административная вертикаль, и там решения, которые принимаются наверху, они доходят до самого низа и исполняются. Это минус, когда речь идет о плохих решениях, но это плюс, когда речь идет о решениях хороших, скажем, для граждан. А Украина — это немножко все-таки такая атаманщина. У нас нет жесткой вертикали, особенно в финансовой сфере, очень много разных игроков. У Нацбанка своя позиция, у Минфина своя позиция. И тут выигрывают те, кто действует более слаженно, более активно и энергично. Вот вкладчики банка Михайловский, которые на самом деле давали свои деньги не в банк, а в финансовую структуру при банке, по идее, на эти вклады не распространяются никакие гарантии. Но они объединились,
они вышли с политическими протестами, они перекрывали Крещатик, насколько я знаю, митинговали под Банковой, и решили власти, что дешевле им выплатить средства. Я так понимаю, что пострадавших вкладчиков Приватбанка во всяком случае, в Киеве не так много, чтобы объединить свои усилия. Вот организации, которые защищают права переселенцев, иногда этот вопрос поднимают. Я бы хотел, конечно, чтобы они поднимали его чаще. Да, известный случай, когда представитель крымской диаспоры Анатолий Засоба приковал себя даже наручниками это было в самом начале Нацбанка, но в самом начале ситуации этой не возымело эффекта. Я предлагаю обсудить еще одну тему в завершении. Это прорыв пикетчиками здания администрации. Они прорвались внутрь, и суть в чем? Что несколько сот человек выступили с требованием возобновить замороженное строительство жилья. В ходе потасовки с охранниками здания городадминистрации один человек пострадал. Прорвавшиеся в мэрию протестующие требовали заняться проблемой недвижимости и возобновить таким образом приостановленное 2 года назад строительства. К ним вышел депутат, он что-то им пообещал, но вопрос этот поставили в конце повестки и, честно говоря, опять же, покормили обещаниями. А как будет решаться вопрос на самом деле, поскольку 2 года уже бьются данные протестующие, у них не решается. Вот они уже вынуждены идти на крайние меры, прорываться на сессию. Вообще этот вопрос, насколько нужно уделять и государству внимание, какие-то гарантии, дабы не ввязываться в подобного рода аферы? Гарантии инвесторам государство давать, на мой взгляд, не должно. Оно должно регулировать нормально рынок недвижимости для того, чтобы там не было аферистов. Вот история с этим застройщиком, это известная история. Застройщика зовут Войцеховский, а этот жилой комплекс имеет такое, для киевлян забавное название «Жемчужина Троещины». Троещина – это такой отдаленный район, поэтому «Жемчужина Троещины» звучит как какой-то оксюморон. Но значит, этот застройщик не выполнил свои обязательства, против него началась кампания силовых органов, которые решили его привлечь к ответственности за строительство без документов разрешительных на местах, где нельзя строить, например, на канализационном коллекторе одно здание было возведено, где-то он этажность не соблюдал, в общем, были нарушения. Хочу сказать, что нарушения вообще есть, наверное, у каждого застройщика, поэтому мне тяжело судить, насколько справедливо на него накинулись, но сейчас вообще ситуация на рынке недвижимости такая, что предложение намного превышает спрос. То есть цены стремятся к нулю. Уже можно в Киеве купить квартиру, конечно, не в центре, и очень маленький метраж, меньше 20 квадратов общей площади, но это будет дешевле 10 тысяч долларов в недостроенном доме. То есть не факт, что вы еще получите эту квартиру, но во всяком случае уже цифры такие, которые подъемные, скажем, для людей, которые откладывают на жилье. Предположим, переселенец из Крыма переехал на материк, сейчас ищет жилье, у него ограниченное количество средств, и он боится оказаться в какой-то коррупционной схеме. Есть ли какой-то алгоритм, как ему действовать, кому обращаться за советом, кто ему может помочь в данной ситуации, чтобы не доводить до того, как сейчас мы увидели с протестующими в Киевской городадминистрации? Чтобы я могу просто сказать, что бы я делал. Во-первых, я бы, наверное, рассматривал вторичку. Если не понравится квартира, ее можно будет потом продать. Все-таки с новостройками, вот так сходу, когда ты только переехал, срочно нуждаешься в жилье, лучше не связываться. Почему? Потому что там может быть много подводных камней. Если все разрешительные документы, если все коммуникации, если кто будет обслуживать дом, это немаловажно, потому что цена может быть низкой, а обслуживающая компания может потом выставить такие тарифы на уборку двора, охрану территории и прочие услуги, что окажется, что вы платите еще за вторую квартиру каждый месяц.
Поэтому, чтобы все это взвесить, нужно время. Нужно походить, посмотреть, познакомиться с соседями, узнать о предыдущих проектах этого застройщика, узнать о его финансовом состоянии, его политических связях, откуда у него средства на возведение всего этого. Возможно, он весь в долгах банковских и там под огромные проценты. В общем, чтобы все это узнать, нужно время. А если вы переехали, вам нужно жить, то лучше брать на вторичке, а потом рассматривать это как временный вариант, а потом уже переходить и искать другие лучшие варианты. Ну, есть еще такая тема, как обращение в различного рода организации, которые имеют юристов, и те безвозмездно предоставляют юридическую помощь, так называемое юридическое сопровождение в вопросах покупки недвижимости. Поэтому, наверное, те, кто сейчас этим вопросом интересуется, не стоит спешить, и когда вы увидели билборд с завлекающей вас рекламой, там стоимость жилья от 200 тысяч гривен, не стоит спешить вкладывать деньги в котлован, фундамент, а все-таки подождать, посоветоваться со специалистами. И как говорит Андрей Яницкий, редактор отдела экономика интернет-издания LB.ua, все-таки присматриваться и ко вторичному жилью. Спасибо. Спасибо Андрею. Это были диалоги на Мейдан FM. Слушайте нас на радиостанции Мейдан, смотрите нас в Фейсбуке, на канале YouTube. И до новых встреч. Салатнян Халнас.